Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Дорогие мои зрители, давайте сегодня сделаем отсыпочку, а тема звучит так. О чем срочном, важном вам сообщит песок? Какую информацию вам передаст и о чем предупредит? Если тема интересна, настраивайтесь, загадайте на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая-то поездка вам предстоит. Знаете, как-то нужно будет очень быстро собраться, как без подготовки, да, вы не готовы, вам говорят срочно, выезжаем, тебе нужно быть там к такому-то часу. И вы вот прям в попыхах начинаете собираться. Сначала идет растерянность, а потом уже какие-то вот гонки со временем, да, кто быстрее, я или время. Мои хорошие, ну ситуации в жизни разные бывают, и нужно реагировать соответственно. Если дело важное, если дело срочное, вы не можете это отложить, конечно же, не отказывайтесь. Поезжайте. Поезжайте, и когда вы будете собираться, в первую очередь проверяйте кошелек и документы, чтобы у вас кошелек и документы всегда были с собой рядом. Если у вас плохое зрение, еще приплюсуйте к этому маленькому списку очки. Да, чтобы вы вот самое важное и главное не забыли, чтобы дорога для вас не была пустой. Но понятно, что если дело связано с какими-то документами, а вы, например, паспорт не взяли, да, проблема. Придется возвращаться и заново отправляться в путь. Если у вас плохое зрение, а вам нужно какие-то документы читать, подписывать, понимаете, да, вы можете кого-то попросить, но вы же не уверены, что человек вам все правильно истолкует, либо правильно прочитает, да, правильно там напишет. Вот, поэтому вот прям старайтесь, чтобы у вас всегда наготове под рукой были вот опять же, да, документы, очки для тех, кто плохо видит. И деньги, кошелек, да, чтобы всегда было под рукой у вас, чтобы прям схватила и побежала. Вот это очень важно. Но тут дорога, видите, как экстренная идет, экстренная, важная экстренная дорога. Вот. Отказываться как нельзя, понимаете, переносить тоже нельзя. Это как шанс, возможность. Вот, нужно будет все бросить и побежать, и вы побежите. Главное, чтобы вы ничего не забыли. Смотрите, как песочек заранее предупредил, поэтому подготовьтесь. Дальше, следующий момент. Момент связан со здоровьем. Ну, у кого-то прям риск заболеть, приболеть. И это похоже на простуду, вирусы всякие нехорошие. Знаете, вы почувствуете недомогание, там усталость, в глазах режет. Знаете, такое состояние, хочется там посидеть, полежать, там что спина заболела. Вот, реагируйте на такие состояния. Даже если горло не болит, даже если там насморка нет, реагируйте, примите. Чаи, может быть, какие-то специальные, либо там таблеточки, да, вот, которые снимают вот эти вирусы, да, борются с вирусами, с такими гриппозными состояниями. А лучше для профилактики принимать витаминчики, там, прополис, да, то, что помогает. Смотрите, у вас тут момент, что вы можете, как говорится, не обратить внимания на первые симптомы, а потом это перерастет уже в тяжелое состояние, там уже где температура, где горло болит. Вот. А можно обратить внимание и не допустить до этого состояния. Почувствовали себя плохо, выпили чая лечебного, да, либо таблеточку выпили, идите спать. Вот, на утро встанете, будете как огурчик. И вот эти плохие состояния, они не придут к вам. Так, следующий момент. Момент какого-то разговора, в котором вы, не знаю, то ли обижаетесь, то ли вы высказать не можете то, что у вас на душе есть, на сердце. С кем-то вы будете говорить. Послушайте, вот прям сами себе дайте клятву, что вы не будете
уходить с полуслова, что вы будете высказывать все свои мысли, что вы не будете обижаться и закрываться. Поймите, человек не понимает, что он вас обижает. Человек не понимает, что он делает что-то не так. А вы ему об этом не говорите, либо не скажете. Это плохо. И для вас плохо, и для того другого человека. Я вижу, что есть риск разговора, который ничем не закончится. Да? Вы обидитесь, отвернетесь, уйдете в свою сторону. Да? И человек останется и будет стоять, смотреть, и не понимать, а что произошло, что я не так сделал, что я не так сказал, либо в чем я не так поступил. Поэтому, мои хорошие, все нужно говорить, выговаривать, высказывать. Если нужно, по буквам прям говорить. Поймите, в этом залог хороших отношений, именно хороших отношений. И чтобы вот и обид не было ни у вас, ни у того другого человека. Это может касаться и любви, и дружеских отношений, и родственных взаимоотношений, и даже соседских. Научитесь все высказывать. Вот все, что у вас там на голове, в сердце, все высказывайте. Не держите в себе. Поверьте, это вообще вредно для здоровья. Это разрушает изнутри, прям выжигает. Вот эта вот обида, боль, оно же все выжигает. Поэтому говорите все как есть. Себе клятву дайте, что все, молчать больше не буду, обижаться не буду, а буду все высказывать. Вот прям все. И что надо, и что не надо, все выскажу. Вот такой я теперь человек. Поверьте, жизнь ваша поменяется. И взаимоотношения с людьми ваши тоже поменяются. Так, следующий момент. Камень. Кто-то кидает в вас камень. Большой камень летит. Происки недоброжелателей, врагов. Так, могут быть какие-то проблемы. Действительно, особенно вот работа на работе. Когда ваши недоброжелатели, ваши завистники какими-то действиями, неблагородными действиями попытаются, как говорится, подпортить вам настроение, да, либо даже вашу репутацию подпортить. Это могут быть сплетни, это могут быть наговоры, оговоры, могут быть даже какие-то обвинения в ваш адрес. Вот. Здесь вас песочек предупреждает, что такая ситуация может быть, чтобы для вас это не было шоком, чтобы вы не растерялись и чтобы вы себя отстаивали. Вот здесь нужно бороться за себя и прям копать до вот этих недоброжелателей. Вы на них обязательно выйдете. Да, если вы начнете расспрашивать, откуда, кто сказал, кто там обвинил, да, вы выйдете на этих людей и призовете их к ответу. И вы знаете, тогда вот этот камень, он развернется и бумерангом полетит на этих людей. Это не один человек, нет, не один. Они как группой, как стайкой работают. Вот, либо ополчились против вас. Да, может быть, там один как массовик-затейник, организатор, а те просто как подписались за него. Вот. Можно разобраться и нужно разобраться. И виновных нужно будет наказать. Да, вот этот камень на них же скинуть. Вот. Поэтому, мои хорошие, что бы вы там не услышали, не узнали, разбирайтесь, ищите правду, вы ее найдете. И обидчиков своих накажете. Так оно и будет. Так, следующий момент. Здесь муж чей-то вышел, чей-то муж. Девочки, что-то прячет от вас, что-то скрывает, заначки, может быть, какие-то покупки, что-то он от вас прячет и скрывает. Очень боится, что вы найдете. Прячет там, где он больше всего находится. Например, да, мужчина любит сидеть в кресле, значит, в кресле прячет. Кресло, например, там, либо диван, стульчик, да, стоит возле там, шкафа с книжками, значит, там прячет, либо за шкафом прячет. Вот где-то что-то прячет от вас. Собирает и прячет. Мне почему-то кажется, что это какие-то деньги. Деньги прячет. Запросто. Так, если нужны деньги, если хотите его проучить, ищите, девочки, обязательно найдете. Забирайте себе смело, покупайте себе на эти деньги подарок. Он возражать не будет. Не будет, поверьте. Вот, если кинется, то побоится у вас спросить, чтобы себя не обнаружить. А если даже обнаглеет, что спросит, вы скажете, так это ж ты для меня собирал, да, я себе подарок купила, либо детям что-то купила. И все, девочки, на этом все закончится. И ему будет наука, что не стоит скрывать от семьи, от жены. И вам, и детям будет приятно, что вы купите себе подарки. Так, дальше, мои хорошие.
Здесь вот кто-то у меня с мужчиной очень проблемным общается, но мужчина про проблемы свои молчит, тихо сидит, молчит, наоборот, рассказывает, что он очень успешный, очень удачный, у него все очень замечательно. А на самом деле у человека очень много проблем, очень много. Вот вы все ждете от него каких-то решительных шагов. И вам кажется, что он там не хочет, не настроен. А это ведь не так. Он не делает эти решительные шаги только лишь по одной причине. Потому что много проблем. Он просто закопался в своих проблемах. Не может, не хватает ему сил, может, ресурса ему не хватает, возможностей не хватает для того, чтобы решать свои проблемы. И вот он как махнул рукой на те проблемы, живет в этом своем выдуманном мире, где у него там все хорошо, и он супергерой, и вам об этом рассказывает. А у вас, как получается, не сходится. Да? Если у тебя все так прекрасно, что ж ты тогда, скажем так, не делаешь мне предложений, да? Как-то себя активно не проявляешь. Вот так вот, мои хорошие. Вот и разгадка, да? Почему он не действует, почему не проявляется. Проблем очень много, девочки, очень проблемные. Он с этими проблемами очень долго будет разбираться. Эта ситуация, ну, прям на месяцы растянется, на месяцы. Вот. Помогать ему я не рекомендую. Не рекомендую. Он мужчина ушлый в этом плане. Знаете, сначала будет благодарный, а потом, знаете, как и ножки свесит. Да, на плечи залезет и ножки свесит. Вот зачем вам эти проблемы? Зачем вам такая ситуация? Пусть порешает, потом уже вы решите, хотите вы его или нет. Он очень проблемный. Тут и долги, и кредиты, и какие-то еще там обстоятельства, и еще кого-то потом по закону преследуют. Ну, тут много всего, целая каша. Целая каша наварилась. Ну, он сам виноват, девчоночки, сам виноват, что ты скажешь. Вижу, что он вам нравится, вижу, что вы им очень заинтересованы. Но вот такие вот обстоятельства. А дальше уж сами решайте. Еще раз повторюсь, не пытайтесь ему помочь. Наоборот, может быть, постимулируйте его. Там какие-то заманушки ему скажите. Да, давай, приезжай, решай свои проблемы, и все у нас с тобой будет хорошо. Вот. Ему действительно, может быть, стимул нужен. Да, волшебный пинок ему нужен. А кто, как не вы? Попробуйте. Но помощь свою не предлагайте, иначе обнаглеет. Он такой, он к этому склонный. Так с виду вроде скромный, но поверьте, как только он почувствует вашу слабину, как только он поймет, что можно скинуть на вас проблемы, обязательно это сделает. Обязательно. Вот. А это никуда не годится, это никому не нужно. Вам так точно не нужно, я это вижу. Так, идем дальше. Здесь у меня кто-то очень перепуганный, бегает со своими проблемами, думает, что эти проблемы, ну, скажем так, рукотворного характера. Возможно, вам кто-то чего-то лишнего наговорил, да? Вас могли напугать, вас могли обмануть. Да? Ну, например, вы к кому-то обратились со своей проблемой, а вам говорят: ой, у тебя так все плохо, ой, у тебя так все сложно, ну все. Это конец, да, готовься. Это может касаться здоровья, это может касаться и моей специальности, да, то есть, может быть, вы к каким-то там гадалкам обращались, и вам вот всяких нехороших вещей наговорили. Вас просто-напросто обманули. Совет здесь очень простой. Перепроверить эту информацию. Понятно, что если мы говорим про эзотерику, выбор просто огромный. Можете обратиться, выбрать любого себе там мага, эзотерика, кого хотите. Вот. Если мы говорим про здоровье, то же самое. Огромный выбор специалистов, поликлиник, врачей, там, всяких центров. Идите, перепроверяйте. Вас явно обманули, желание на вас нажиться. Запугать, да, чтобы вы прям готовы были последнее отдать, и это последнее у вас забрать. Кстати, в тему. Меня мои зрители смотрят не только на YouTube, но и на других платформах. Мои хорошие, кто смотрит меня на других платформах, знайте, что это не я, и вас обманывают. И я не принимаю лично. И тем более у меня нет российского номера телефона. Кто смотрит меня на Яндекс.Дзене, вас просто обманывает. Человек выдает себя за меня. Вот. Помните и знайте об этом. Человек очень успешно заклеивает все мои логотипы, вот, и оказывает услуги. Может быть, это про вас, может быть, это для вас информация, кто знает.
Так, идем дальше. Здесь у меня выходит предложение о покупке чего-то с большой скидкой, либо, знаете, с какими-то подарками. Очень, кстати, выгодное предложение, очень выгодное. Вы знаете, это правда скидка, и это правда будет очень хороший подарок. Но вы либо горьким опытом научены, либо вы долго будете думать. Знаете, как возможность, которую вы можете упустить. Вот. Если вы уже это предложение получили, не медлите, идите покупайте. Поверьте, эта покупка очень выгодная. Пройдет пару дней, и вы поймете, о чем я говорю. Вот. Не пропускайте скидки, не пропускайте такие предложения. Нет, ну, конечно, ко всему нужно подходить с умом, проводить хотя бы какой-то минимальный анализ, да, хотя бы там по другим магазинам посмотреть, там, по интернет-платформам посмотреть, какие еще есть ценовые предложения. Но я вижу, что вам что-то выгодное будут предлагать. Вот. Если купите, прям счастливая будете. А если не купите, ругать себя будете, что такую возможность шикарную пропустили. Еще один важный момент. Вас скоро кто-то будет звать в гости на какое-то чаепитие, на какой-то, может быть, прием, да, светский раут. Вас здесь женщины приглашают, женщины. Но у женщин какая-то цель. Вас с кем-то познакомить с каким-то мужчиной. Женщины. Ну, тут какой-то хитрый момент. Вот вас хотят с кем-то познакомить, как свести вас хотят, как сводничество какое-то происходит. Вот. Вам будет неприятно, вот честно, вам будет неприятно. Может быть, вам мужчина тот не понравится, может, вам не понравится, что вас вот таким хитрым образом заманили. Да, ну почему честно не сказали, что хотите познакомить? Я бы на этого человека посмотрела и сказала, хочу, не хочу, буду, не буду, да. Вот такой момент я вижу. Если вас в ближайшее время какие-то женщины будут приглашать там, чай попить, там, на день рождения, либо, может быть, еще какое-то мероприятие, вы сразу интересуйтесь, с какой конкретной целью они вас приглашают. Потому что я вижу, что женщины сами по себе хорошие, что эти хорошие женщины, они приятельницы, подруги, может быть, родственницы. Вот. Но вы можете на них очень крепко обидеться и на какой-то момент прекратить общение. А это нехорошо. Ни для вас, ни для них. Вот. И вы будете по ним скучать, нуждаться в них, и они будут по вам скучать. Вот. Да, из-за такой глупости могут люди рассориться и, как говорится, попрощаться. Чтобы не потерять хороших подруг, приятельниц, вы всегда интересуетесь, с какой целью вас приглашают, да, и что там будет. Возможно, вы не хотите ни с кем знакомиться, действительно не хотите, не настроены вы, да, либо кандидат вас не устраивает, в принципе, не хотите свое время тратить на общение с этим человеком. Вот, очень важно уточнять. Еще человек с собакой вышел, человек с собакой. Ну, тут могли показать конкретно человека, кто имеет собаку, могли показать, что ваш друг вас с кем-то познакомит. Но это не про отношения, это не про любовь. Это больше похоже какая-то помощь. Помощь, оказание услуг. Новый знакомый появится, либо владелец собаки, причем собака большого размера, то есть это не маленькая собачка, большая, крупная. Либо через своего, например, друга-приятеля вы познакомитесь с человеком, кто может и будет вам помогать. Да, прям такого Геракла нам показали. Человек действительно и сильный, и активный, и он может вам помочь, и если попросить, то обязательно поможет. Опять же, вы все разные, у вас разные ситуации, но помощь, я вижу, будет оказана. Так, и еще прям кому-то персонально идет. Здесь мужчина гулящий, и я так понимаю, что оступился, и, возможно, перебежал в другую семью. Теперь у мужчины под ложечкой сосет, слезы из глаз, сопли на кулак наматывает. Я вижу, что мужчина будет под разными предлогами пытаться вернуться в дом.
начиная от очень позитивных и, там, знаете, там дети, праздник, и заканчивая какими-то прям не очень приличными причинами, что типа это тоже мой дом, и я имею право здесь жить. Знаете, обжегся, причем очень больно обжегся. Он-то думал, что там его 24/7 будут обслуживать, все его желания исполнять, а оказалось, что нет, не такие там правила, да, там пока у тебя деньги есть, ну ты молодец, ты герой, а как денег у тебя нет, ну так пошел вон, вот, а идти-то куда ему идти? К вам придет, к вам, девочки, придет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.